Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Снова мы находимся на рыбалке на реке Мокша. И сегодня попробуем обловить небольшой участок реки. Вот от начала переката и до вон тех машин. То место называется в простонародье «Ловлю под проводами». Вот то самое место. Попробуем до туда порыбачить. А что из этого получится, смотрите в этом видео. Так, ну что, начинаем потихонечку сплавляться. В некоторых местах будем вставать на якорь и кидать, потому что участок реки небольшой. Попробуем что-нибудь здесь поймать. Наверное, если окунь будет попадаться, я буду брать его домой, а всю остальную рыбу буду отпускать. Хочу засолить немного окушков. Ну, посмотрим, будет что попадаться, не будет. Встречался с товарищем, он занимается подводной рыбалкой. Охотился он в этом месте и сказал, что видел трофейных головлей здесь, таких по 2,5 килограмма, по 3. Ну, посмотрим, может быть, они отзовутся и на мои воблеры. Ну что, клюет? Клюет? Два окушка пойму. Да нет, на воблеру. На метр заглубляется. Ага. Голавль ясь не клюет? Голавль ясь не клюет? Что-то мало щуки. Всю съели, да? Съели всю щуку? Электроудочками здесь тоже ловят, да? Электроудочками тоже ловят? А потом жалуются, рыбы нет. И вот мы уже подплываем к повороту. Прошли тот участок реки. И вот третий окушок, который попался за весь вот этот период. Один хорошенький и два вот таких вот. Ну, такого мы отпустим. Что-то не клюет. Пообщался с местным рыбаком.
Он сказал, тут и электроудочками, и сетями, и вилами тычут, все затыкали тут, запрессовали. Очень большой прессинг на этом участке реки. Поэтому с рыбой тут плоховато, так скажем. Было еще пару нереализованных поклевок. Но ни головля, ни щуки не видать. Попробуем зайти сейчас в заводь, немного порыбачим в заводе. А потом, если время будет, поднимемся опять к машине и спустимся уже по этому берегу, попробуем покидать по этому берегу. Здесь, может быть, щучка откликнется. Ну, посмотрим. Так, заплыли в заводь, покидали здесь. Покидали, ни одной поклевочки нет. Сейчас будем возвращаться к машине и пробовать возле машины что-то поймать. Ага, здесь уже вот не глубоко. Сейчас бросим якорь. Ничего себе. Так, случилось нечто страшное, блин. Что-то здесь коряги какие-то, не трава. И воблер зацепился за 1000 рублей. Сейчас будем его спасать. Так, спасение воблера прошло успешно. Благо дело не глубоко. При помощи липгриппа достал и спас воблер. Не хотелось терять воблер за 900 рублей. Поэтому пришлось засучить рукава и идти ему на помощь. Ну ладно, что, сейчас будем подниматься к машине и пробовать ловить там. Так, дорогие друзья, случилось страшное, уронил в воду телефон. Но помогла реакция мангуста не утопить его. Вот, ну не знаю, высохнет, не высохнет, там будет работать, не будет работать. Это мы уже узнаем потом. Обидно, досадно. Ну что ж поделать, ладно. Рыба по-прежнему не клюет. Поднимаемся к автомобилю. Периодически останавливаюсь, бросаю, но поклевок нет. Время без 20:12. Я думаю, часиков до 3, наверное, половим и поедем домой. Хорошее вроде место. Такое где-то углубление тут в берег от потока. Вроде должна быть стоять рыба, но поклевок нет. Ну, будем пробовать. Будут поимки, какие-то поклевки, буду включаться. А так кидаю, ни одной поклевочки больше. Так, хорошие новости. Вот уже второй вот такой окушок клюнул. Это хорошо. Вот такие.
А то, что телефон перестал работать, это плохо, ребята, это плохие новости. Блин, ставил батарейку, собрал телефон. Ну, видимо, вовнутрь куда-то попала вода, и он перестал работать. Да, это, конечно, сильно омрачило рыбалку. Ну ладно, что, покидаем вот здесь вот немножко. Потом возле той стороны немножко покидаем и поедем домой готовиться к завтрашней рыбалке. Завтра планируем поехать с утра и на весь день с моторными лодками. А что из этого получится, мы узнаем завтра. Так, ну вот еще одна поклевочка, уже вот окушок получше. Такого, пожалуй, возьму. Он у меня уже такой второй, крупненький. А маленьких буду отпускать. Стал на якоре здесь, сейчас попробуем тут покидать, может еще попадется. Погода отличная сегодня, вроде передавали дождь, но нет, что-то он солнышко периодически выходит. С утра было 10 градусов, а сейчас вот ну 13, в принципе, 13 градусов. Не холодно, как бы комфортно ловить, только рыба не клюет. Одиночные поклевки окуня. Такого, чтобы на каждом забросе клевало, нету, конечно. Ладно, отключаюсь. Буду пробовать. Сейчас вот по обратке, вот здесь обратка. Меня тянет вон туда. Сейчас опять снимусь с якоря и посмотрим, покидаем на течение. Может быть, на струе что-нибудь у нас будет клевать. Сейчас еще одну проводочку сделаем. Так, и вот еще один окушок, ребят. Да как съел, как большой. Так, опа. Вот такой. Пускаем. Ух, шел окушок за воблером, но не схватил. Но не схватил. Но не крупный.
Опять атаковал. Прям возле лодки, но не засекся. Давайте покидаем тут, попробуем сейчас. Ну, как я и предполагал, затянул у нас вот в этот угол с грязью тут. Сейчас попробуем заягриться вот здесь вот на границе со струей. Есть, ребята, вот. Ну, окунь. Так, ну вот это получше. Этого возьмем. Этого давайте возьмем. Так. Так, нужно будет переставить сейчас лодку, ребята. Так, отключусь, переставлю лодку сейчас вот сюда вот на границу со струей и будем туда бросать. Так, ну что, я думаю, что, наверное, рыбалка все-таки подходит к концу. Поклевок нет, встретил знакомого, он поймал тоже 2 окуней. Но он, правда, ловит там на вертушке. Но тем не менее. Сейчас вот здесь вот покидаем еще минут 20 и будем собираться домой. Ни одной головлиной поклевки не было, только 1 окунь. Так, ну что, дорогие друзья, рыбалка подошла к концу. Поймал я 4 окуня. Ну, поймал побольше, как бы размерами, которые были меньше вот этого, я отпускал просто. А этих засолю к пиву. Головлиных поклевок не было, щука тоже не клевала. Так что все, пойду готовиться к завтрашней рыбалке, а вы подписывайтесь на мой канал, ну и ставьте лайки. До новых встреч, друзья!